На московской трассе на повороте к Старому Синдрово висит знак «Проезд по газопроводу запрещен». Но что это за газопровод? И как по нему можно проехать? В ответе на этот вопрос содержится целая история. История головотяпства властей и разбазаривания бюджетных денег. Дорога между Старым Синдрово и Ельниками довольно популярна у жителей Краснослободского и прилегающих районов. По ней, например, проходит путь к роднику Явленное или же Святого Николая. Но потом возникает развилка, безымянная трасса, построенная на огромные деньги, на которой, как говорят, раньше стоял запрещающий знак. Впрочем, сейчас он не стоит. Здесь вот, значит, ограничений было по проезду. Значит, выставлялись знаки постоянно, но местные жители они не согласны с решением, значит, и постоянно эти знаки убирают, срезают, выкидывают куда-то. Но потом, наверное, поняли, что знаки ставить бесполезно, все равно их выкинут. Поэтому знаков нет. Ну, механического ограждения здесь, значит, стояла бетонная плита, и насыпь была с земли сделана. Но плиту эту разбомбили, разбили, насыпь, насколько можно было, значит, для проезда сделать удобно, и там развалили. Ну и народ ездит. Чтобы ездить в объезд, это плюс 40 километров. То бишь, если ездить на Ельники и там все села и деревни, которые там есть, это 40 с лишним километров. А до некоторых сел даже до 50 с лишним километров получается объезд. Раз не стоит, мы решили проехать дальше. Оказывается, дорога разрывается ровно на том месте, где проходят под землей трубы магистрального газопровода Уренгой, Помары, Ужгород. Ответственные организации выполнили переезд с недоделками, из-за которых отличную трассу невозможно эксплуатировать. И она осталась памятником, бесцельно зарытым в землю бюджетным миллиардом. Вот здесь 6 ниток проходят, на 2 положили так называемые гильзы под дорогу, а на 4 нет. Вот, и потом, когда уже дорогу построили, «Газпром» просто запретил как бы все это хозяйство, эти работы производить, чтобы здесь была дорога. То бишь, получается, государство в государстве. Государству не разрешили в своем государстве сделать дорогу для жителей. На самом деле движение по ней продолжается, и никого не заботит, что над газопроводом ездить опасно. Не сумев остановить автомобильное движение на трассе с помощью запретительных знаков, власти попробовали другой способ. С обоих сторон насыпь, вот эту дорогу, по 50 метров просто банально взяли, расковыряли и увезли. Тут перекопали, значит, сделали это самое, траншею, сделали для того, чтобы это самое, не ездили люди. Ну, все для людей, как говорится. Люди, ну, ездят здесь. Ну, сейчас еще вот можно ездить сухо, а когда здесь, допустим, весна, осень, здесь проехать нельзя. Абсурдные шаги не привели ни к чему. Виктор Леньков обращал на это внимание прессы, обращался к депутатам. Но вместо того, чтобы решить проблему, власть заняла позицию страуса, а действующие депутаты несколько раз давали обещание все исправить, но без какого-то результата. Он, значит, когда первый раз в Ельники приехал, встреча с депутатами, там, с активом, он пообещал, что это вопрос едино. Ну, никто не решит, только Единая Россия. Ну, время прошло, следующий избирательный срок, проблем, естественно, никто не собирался решать и заниматься. На следующем опять, ну вы же обещали. Он говорит, у вас что, больше проблем нет, только эта дорога. Короче, там накричал, наорал. Ну, в итоге никто просто этой проблемой заниматься не хотел и не хочет. Можно ли решить вопрос? Ввести в действие замороженную трассу? Очевидно, можно. Банально. Бурно-бивные сваи, положили плиты бетонные. Ну, несколько десятков миллионов, да, может. Ну, вот у нас, я вам для примера приведу, так называемая развязка перед аэропортом. Кленовый лист она называется. Там было затрачено денег 1 200 000 000. Ну, здесь же не такая уж большая стройка. Просто банально желание. И все. Для многих жителей Краснослободского и Ельниковского районов эта дорога как лакмусовая бумажка. Если чиновник или депутат поправит ситуацию, его можно воспринимать всерьез. Если же наобещает и забудет, то его никто и слушать не станет. Много здесь было таких обещалкиных.